Там он в кустиках где-то он был. Опа! Это что такое? Хариус, хариус. Здоровенный хариус, вот он. Вот он, друзья, вот он, вот он, вот он. Блин, вот это шайба. Как мне его поймать-то? Килограмм не меньше. Вот так вот. Тихо, 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 тихо. Вот он. Смотрите, друзья, какой красавец. Я думал, что... Ну что, хариуса мы, красавца, поймали. И просто так уехать с этого места уже, наверное, навряд ли у меня получится. Я буду пробовать еще. Но не один же он здесь. Верх переката по-любому здесь есть. Но они, видишь, здесь более осторожные. Здесь гладь воды. Леску хорошо видать. Видать поплавок. А там вот идет рябь. И он, видать, уже леску видит похуже. Посмотрим. Пойдем опять к тем кустикам. Может быть, у нас еще что-нибудь получится поймать. Пока у нас рекордный. Красавец. Я думаю, он здесь не один. Я думаю, здесь он не один. Главное, кусты не поймать. Я сначала не понял, думал, зацеп, что ли. Он вообще не дергается, ничего, просто дернул. И все. И он стоял на месте, он просто еле-еле оттянул, думал, корягу какую-то тащу. Ну, потом, когда увидел, что это за коряга, адреналинчику, конечно, я хапнул. Мне сначала показалось, поплавок резко ушел в сторону изначально. Потом был всплеск. Это, наверное, он уже тогда дернул этого овода, оторвал задницу. Потом был всплеск возле кустов. Ну, а потом вы сами все уже видели. Сейчас мы еще покидаем чуть ниже. Может быть, еще что-нибудь. Чем хороши малые речки, это то, что есть возможность удочкой обкидать все от берега до берега. Весь перекат, бродняк. Но на кораблике здесь уже, наверное, не получится. Сразу куда-нибудь залетит в кусты. Или запутается в птиховод, или камни поймают мушки, или грязь вот эту, тем более. Кораблик здесь точно не пойдет. Бомбарда, как вы видите, тоже работает не очень. Ну, по большому счету, и овод вот сработал, но или его нету, или он не хочет жрать просто. Одно из двух. Скорее всего, второе. Вчерашний подъем воды. Жрачки много, хариус сытый. И он просто тупо откормился и стоит на перекате, балдеет. Нету ничего. Так что покидаем еще, ждем поклевок. Если что, сделаем включение. Так, у нас еще один клиент появился, проявил себя. Немного, походу, поменьше, но такой съедобный. Сейчас вот он, третий, походу. И все возле кустов. Возле самых кустов. Это или тот же сплавился. Вот здесь вот он был. Или это второй. Собирался уж было уходить.
Ну, коль он показал себя, попробуем. Вот он, видите, да? Возле самых-самых кустов. Первый раз он плесканулся чуть повыше, потом, видать, сплавился. Или это второй? Оп, есть. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Будь вот так вот, Янус Кадан. Вот так вот, Янус Кадан. Ну, коль показал себя, значит, мы тебя будем ловить. Ну, коль поймали, закинем в ведро. Янус Кадан чуть поменьше, но все равно нормальный. Съедобный уловной хариус. Заглотил жадно до самого желудка. Вон крючок аж в самом желудке. Вот этот уж точно был мой, он бы уже никак не сорвался. Это правильно, вот это аппетит. Главное, кидал раз 20, наверное, не было поклевок. Потом плесканулся. Ну а дальше вы все сами видели. Ну да, заметно поменьше. Тут вообще здоровяк. Ну вот, ну что, пойдем еще попробуем. Поймаем молода, покидаем. И надо ехать на обратном пути, если что, еще попробуем здесь. Попытка номер 3. Так. Все-таки есть шанс, что там был второй хариус. Потому что первый раз он плесканулся здесь повыше, вот тут вот. А второй раз чуть пониже. Вот который плесканулся чуть ниже, мы его поймали. Но в то же время они же плавают, они могут и вверх, и вниз. Могут снизу подойти. Может, сейчас подождем еще минут 5, может быть, еще кто-то плесканется, выдаст себя, что он здесь. Тогда уже шансов будет больше. Мы уже точечным ударом его бац-бац и в точку. Так, спасибо, речка. Спасибо, эта ямка. Спасибо, перекат. За пойманных таких красавцев. Поехали дальше. Поехали дальше. Так, подъехали к 4-й сеточке. Стоять, 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 стоять. Куда-то. Которая тоже беспонтовая. Вся в тине, как мы видим. И пустая. Так что, Генка, на сети. Рыба здесь не ловится. Нет, поймали. Кто сказал, что она пустая? О, и окунь. 2 окуня. О, нет, есть тут рыба. Так, куда нам бы ее аккуратно так сплавить? Где наше ведро? Сюда. Рыба здесь есть.
Но все равно не стоило бы, конечно, пачкаться здесь. Вот. Ни щук, ни хариуса, конечно же, она не поймала. Поймала вот такого окуня. Поймала второго окуня. Поймала вот такого вот язика. Язика поймала. Нет, есть щучка. Ха-ха-ха. Еще окунь. Уже кулома. Так, ладно, тебя отсыпь потом. Вон, кто сказал, что щуки нет? Еще щука и еще один окунь. И все. Ну, не зря. Я чья, конечно, не та. 35-ка вроде бы. Но успокою Генку, что щучка все-таки попалась. Все равно мы весь улов, естественно, будем делить пополам. Вот. Надеюсь, ведерко-то наберется. Ну, не знаю, что вечерний клев сегодня скажет. Если половим на спиннинг, может, сети дадут еще что-нибудь, то может быть по ведру на брата будет. Посмотрим. Мало вот такого желтого вода. Сейчас на него попробуем. Вчера я здесь 2 хариуса поймал. Как бы здесь не перекат, но вчера он плескался. И 2 штуки поймал. Перекат чуть ниже. Ну, попробуем. Глубина здесь нормальная. Галечник, ну, типа плес. Течение слабое, но потом вот там вот становится мельче. Еле-еле проскочил. Здесь вчера мы перетаскивали. Сегодня проскочил так. Тяжело, но проскочил. Сейчас попробуем выйти на берег. Опачки. Надеюсь, лодка не уплывет. Потянул слабо. Если будет уплывать, будет хреново догонять ее по перекату. Здесь буквально 5 минут. Попробуем. Да, нет, поедем дальше. 4 сетки мы подняли. Осталось 2 поднять. И потом уже будем плыть самосплавом, останавливаясь на перекатах в надежде на хариуса. Самосплавом будем пытаться поймать щуку. Ну, что попадет: щука, окунь, язь. Блин, зря я не потянул лодку. Сейчас попробую также к тем кустам сходить. Солнце не попадает. Это хорошо. Хариус здесь вдоль кустов может быть. Не знаю, как я буду его вытаскивать на берег, если клюнет. Вот здесь мы вчера проезжали, да. Здесь возле самого берега проехать можно. Но здесь вот мель, здесь садится. Дальше мель. Вот в эту протоку не проехать. Лодка становится на лыжи. На лыжу тормозит. И все. Вон. Как вот здесь ее поймать? Пройти вот по щиколотку воды. Сейчас вдоль кустов попробуем.
тенечки, возможно, рыба там есть. Тем более там течение сильное, типа протоки. Тут вот. Может, но не обязана. Но попробовать надо. Не попробуешь, не поймаешь. Вон. Как здесь вот проехать до протоки? Никак. Это если только туда сразу проскакивать, там тоже мель, оттуда как-то проскочить сюда на эту протоку и вдоль самого берега. Обратно так и сделаем. Не хотят или нету. Так, ну вот крайняя сеть. Шестая получается. Под пятую мы проехали. Так, ну что? Здесь я вижу немного рыбы есть. Вижу язя. Вижу второго. Щучка вроде бы. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Так. Стоп. Да, это щука. Ну не зря. Только походу уже кулома. И попробуем с центра, если получится проверить. Моя подружка с центра, а я с окраины. Ну, что я могу сказать? Да, это щука. Кулома. Такая щучка и язь, тоже кулома. Такой вот язь. Так, дальше там пока еще не знаю. Сейчас пока распутаем этих. Вот из-за этого я не люблю ставить сети летом. Что-то попадает и сразу подыхают. Так, что у нас там? Да ладно. Вот один язёк и один хариус. Но тоже уже кулома. Видать, ночью улетел, подох. Но еще не пахнет, нормально пойдет. Подсолим сейчас его, будет нормалек. Надо было раньше ехать проверять. Рано утром, но утром был сильный ветер. Так, что еще у нас там? А у нас там еще один хариус. Ух ты! Прав был Генка-то. Но тоже уже кулома. Он говорит, ночью улетит хариуза. Вот он здесь плещется, а видать здесь плавает ночью. Так, ну что, все, закончили мы проверку этой сети. Собираем. Осталась еще одна сеть. Так, ну вот и шестая сеточка. Все сетки нашел. Боялся, что вроде бы едешь, поворот за поворотом все одинаковое. Боялся, что не найду. Но нет, все нашел. Я уже начал запоминать эти места все. Нормально. Нормалды. О, язя уже вижу. Тут у нас корейка. Замучились мы ее вчера ставить, конечно.
Ну, как мы видим, уже не зря. Язина. Тихо, 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 тихо. Тихо ты будь. Счастье вдруг. А близко счастье было. Тишине. Постучалась в двери. Тун-тун-тун-тун-тун. Так. Генка сказал, что эту сеть надо костер бросать. Костер мы ее не бросим. Если что, отправим на СВО. Ну, корейка она хреновая такая, дырявая вся уже, не знаю. Дроны через нее пролетят, наверное. Смотрим, всяко лучше, чем костер. И все, что ли? Вчера здесь 2 язычка влетело сразу, как только закинули. Вон, нет, еще подъезд. Подъязычек. Тихо ты будь. И еще язенький. И еще там 2 вижу. В общем, хорошей рыбы нет, но языки есть. Закончили мы, наконец-то, поднятие сетей. Столько времени потерял, лучше бы я рыбачил. Ну, как бы, с одной стороны, не зря. Вон, вместе с моим уловом, то, что я на удочку, на спиннинг поймал сегодня, вместе с сетями, грубо говоря, 0,5 ведро рыбы. Но сейчас почищу, засолю. Мне кажется, маленькое ведро должно влезть. Если не чистить, рыба сейчас испортится в такую жару. Надо быстренько почистить, помыть ее хорошо от крови и засолить. Чем мы сейчас и будем заниматься. Ну а потом, что останется, до вечера порыбачим. Уже сплавляясь по реке. Потом возьмем тезку, Генку. И на ночь глядя уже выйдем в дорогу. Как-то вот так. Такие вот планы пока. Приступаем к чистке рыбы. Ну вот, наконец-то мы закончили с чисткой рыбы. В общем, ведра не стало. Меньше половины 20. Ну, язи без голов. Если бы с головами, то, может быть, ведро и было бы. В основном это, конечно же, язь. Ну, там и мой красавец Хариус. В общем, нормально. Без рыбы домой не уедем. Ну, а теперь поедем самосплавом и будем кидать спиннинг. Может быть, что-нибудь, да, поймаем. Погнали. Поклевок нет. Раз 10 уже закинул. Поставил медную. Ну, медную, да. Медную блесну с черными точками. В принципе, она универсальная, работает на всю рыбу. Вот сейчас покажу. Вот такая вот Maps троечка. Как видно, да? Maps троечка. Универсальная блесна, но пока поклевок нет. Окунь, язь, щука. Если из хариус и хариус, в принципе, ловил я на такую блесну всю рыбу. Но пока тишина. Плескаться тоже. Но сегодня получше. Сегодня хоть несколько всплесков видел. Вчера вообще не плескался. Мужики говорят, вода
когда вода упадет еще сантиметров на 20 на этой речке, вот тогда начнется, говорит, клев хариуса. Но если она упадет 20 сантиметров, мы даже на Уралочке некоторые перекаты проехать, наверное, не сможем. Нужен будет только водомет. Или протаскивать. Оп, что-то. Или что-то было, или мы что-то задели. Водомета у нас нет. Даже если бы и был, топлива мы сожжем на такое расстояние очень и очень много. Литр-километр, что ли, говорят. Так что будем ловить рыбу на Печоре или будем пробовать на других речках. Держимся. Сюда постараемся приехать как-нибудь. Если приедем, то пораньше чутка. Весной, возможно. Так, спиннинг у нас не работает. Поклевок я не увидел. Без толку сплавлялся около часа, наверное. Солнце садится, надо уже ехать. В общем, где-то здесь вот плесканулся хариус. Сейчас мы попробуем его поймать, если получится. Если получится. На удочку, на овода. Если мы его не шуганули, пока нашей Уралочкой парковались. Это целое событие. Это не просто так, как на обычной лодке. Причалил, да и все. Якорь бросать неохота. Очень много возни с ним. Нет, не хочет. Времени уже нет. Надо ехать. Надо собраться еще, взять тезку. Так что допоздна рыбачить у нас не получится сегодня. Надо выезжать. Не хочет. А нет, вот он. Не знаю, это он или не он. Но что-то поднималось. Сейчас глянем. Видать, он спустился чуть пониже. Вот он. Вот он. Вот он, красавчик. Вот он и есть, да. Все-таки мы его поймали. Отпускать, конечно же, мы его не будем. Потому что мы спортивной рыбалкой не занимаемся. Нормальный уловный размер. Ну что, поехали дальше. Посмотрим, может еще что есть. Оводов штук 5 поймал. Так что есть шанс вытащить 5 штук харюзов, если успеем. Если мы успеем. Ну вот, наконец-то мы и на месте. Генка уже меня встречает. Потерял. Потому что подвозил одного рыбака, ехал самосплавом от избы до избы. Замучился, говорит, грести. Дима, да, говоришь? Диму. А ехать километра 4, наверное, еще. 5 было, больше, наверное, даже. В общем, подвез его, отвез до избы на резинке. Загрузили на Уралочку. А Гена видел меня, что я проплыл, да? Я не видел. Не видел? Я выходил, ну так просто, ради интереса, кто покажет, что вертолет.
Вертолеты, да. 2 раза летали вертолеты. Да. Вот отвез. У нас 5 выходит. Мы вместе сейчас собираемся, собираем манатки, наводим порядок и выезжаем. Там что-то поесть есть, да? Если что, это поесть. Так, ну вот, навели везде порядок, оставили все как было, висят одеяла, мы обратно их повесили, матрас сложили как было, подушки, все на месте, все как было. Сейчас осталось мне убрать только освещение, наш титанат уберем с лампочками, это вот в ящик и бутылочку. Чайники пустые, без воды, сковородка помыта, чистенькое все, дрова на растопку есть, дров немного заготовили тоже. Короче, это видно, да, все чисто. Мусор весь вон собрали, наш мусор, вот банки, 3 банки, бутылочка, пластиковые бутылки, целлофанки, все собрали. Этот мусор отнесем в лодку, он не тяжелый, сколько тут, полкило, и то того нету, наверное. Ничего страшного, доедет на лодке, довезем, дальше на машине, а дальше этот пакетик закинем в мусорный контейнер. Потому что изба новая, поискали, яму нашли, видать, на крышу, но яма совершенно пустая, не стали туда ничего кидать. Если возле избы есть помойка, яма с бутылками, кидаем туда, если нету, не засоряем ничего, увозим свой мусор обратно. Все. Солнышко уже высоко. Мы только-только добрались до машины. Подтверждение, что я с избы взял. Вот бутылочка, наши баночки пустые из-под каши, консервы. Что это не пустые слова. Подтверждение того, что с лесу вывез. Больше 100 километров довез. И до логического завершения. А теперь смотрим продолжение фильма. Все. Спасибо хозяину избы за уют. Переночевали, оставили порядок. Поехали. Нам предстоит ехать долго, по перекатам. Впереди ночь. Ну, зато не жарко. Прохладно будет. Отдохнули хорошо. 2 ночи провели в избушке. Если честно, даже уезжать не хочется. Я бы с удовольствием сейчас бы приготовил ужин, лег спать, но надо. Завтра на работу. Хорошего помаленьку. Все, друзья. Погнали. Дай бог, когда-нибудь еще сюда приедем. До свидания, изба. Всего хорошего. Господи благословен. Держись за кусты. Не падай. Не падайте духом. Поручик Голицын. Корнет Оболенский. Налейте вина. Аккуратно, 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 аккуратно. Не беги. Ты бегом аж с горки спускаешься. Аккуратно удочки. Поближе сюда к лодке. О, заскакиваешь. Ты хоть прыжки в высоту можешь сдавать даже. Сколько прыгал в высоту самое большое? Метр 40. Нифига себе. А я не помню. Сейчас, наверное, уже столько не прыгнешь. 1,20 м только, да? Вот так вот. Жилет одевать, нет? Ну, обязательно. Как ты без жилета будешь? Жилет обязательно. Так, удочку только не сломай. Ух, сколько буровьев с коряги прилетело. Так, вот у нас это... Видишь, каких хороших хорюзов сегодня поймал? О, да. Это утром здесь. А это утром я засолил. А сегодня... А, вот там, наверное. Ну-ка, подай сюда его, то, что не мешалось. Тихо, тихо, тихо. Это я сегодня наловил. Что ты за ручку-то не взял? Сейчас, не знаю, где он там. Глубоко, наверное, вон. Это Язика сегодня засолил, голову поотрывал. Ну, примерно столько же, сколько и вчера, да? Чуть-чуть даже больше сегодня.
Одна щука тоже есть, в сеть твою попала. Тоже примерно такая же, как я поймал. Такая. Да. Правда, кулумавала умерла, но понюхал, вроде не пахнет. Кишки выкинул, все потрошил, помыл, посолил. Нормально. Примерно по ведру на брата мы поймали. Но килограмм по 7 точно поймали на брата. Сейчас соединяю или потом, когда приедем, это раскидаем? Да там, Рыбу. наверное, уже дома. Дома раскидаем, без комаров, да? Да. Ну все, понял, принял. Так, устраивайся поудобнее. Куда, что? Так, тебе, наверное, придется, да, здесь посередине примерно. Да, да. Посередине. Так, сети надо в мешок убрать нам. Или эти, чтобы не были. Давай сети уберем мешок сразу. А какой мешок там тебе? Это моя, да? Сети все твои, у меня сетей не было. Не, я не иду. Вон. Сюда, вон, плащ твой. Куда? Да, Рюкзак насунь. да. Так, что тут еще у тебя? Рукавицы надо. Эти рукавицы. Мгм. Тоже рюкзак сунь. Ничего еще у тебя тут? Куртка какая-то. А чё? Будешь одевать? Нет, наверное, На, вот это. на. Одень это. Вон, и сюда сейчас в мешок закидаем сети. Все сети собрал, все 5 сеток нормально. Корейка вся была скручена, корейку собрал плохо. Вон, Наверное, выкинуть надо. вон груза. Выкинуть не знаю, это твои проблемы. Выкинешь, можешь на СВО отправить. А эти все собрал, все помыл как мог. Видишь, какие чистенькие стали. Молодец. Все помыл, все почистил как мог. Молодец. Все, чики-пуки, все. Блядь, а... Можно кидать заново. Только летом я больше кидать не буду, это 100%. Не, осенью вот когда. Осенью можно и плавуном. Ну, попиши. Тут какой плавун? Не пугай меня. Чё? И мне и так тошно, блин, от этих сеток, блин. Зря ставили, почти нихуя. Да, конечно. Только одни изи. Время только потеряли, блин. Ничего. А ты до этого бывал, да? Нет. А что, впечатлил тебя? Нет? Нормально. Ну, это Нормально. можно. Так. Пошел я бензин еще возьму. Ты сядь и больше не вставай. Одень спас-жилет. Куртку одень сначала, а то продует черную. Потом спас-жилет. Я сейчас бензин еще с берега возьму и отчаливаем. Ну, с Богом. Выехали. Спасибо, речка, за рыбку. Ай-яй-яй, заболтался. Заболтался. Твою мать. Налетели на мель. Спасибо, речка, за рыбку, за прекрасное времяпровождение. Все здорово. Уезжаем домой. Мы еще обязательно сюда как-нибудь приедем. До свидания. Мы не говорим прощай, говорим до свидания. Японский городовой. Опять на мель залетел. Ни на секунду нельзя отвлечься. Ни на секунду. Еще раз до свидания, еще раз спасибо за все. Все, смотрим в оба. И опять не туда заехали. Твою дивизию. Попробуем проскочить. Проскочили. Ни на секунду нельзя отвлечься. Сразу залетаешь на мель. В общем, надо смотреть в оба. На дорогу. Начало темнеть. Я понимаю, у нас
скоро наступят белые ночи. Через пару недель будет самый короткий, самый длинный день, самая короткая ночь. Но все равно ночью еще достаточно темно. Уезжаем на ночь глядя. Надеюсь, до большой реки доберемся без приключений. С Богом. Поехали. Говорим до свидания этой речке. Ну, когда-нибудь уточка летит. Обязательно сюда вернемся. А вам, друзья, всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь на Дзен Премиум. Эксклюзивный материал будет только там. Тот материал, который, скорее всего, не будет на Рутубе и на ВК видео. Ну, и на Ютубе тем более. Все, погнали. Скоро увидимся. Всем пока. Тезка, помаши ручкой. Все, пока-пока. Как все прошло, доволен? Душу успокоил? Это главное. И у меня душа спокойна. Отдохнул замечательно. Все, погнали. Поеду стоя, чтобы лучше дорогу было видно.